Всем привет, ребята! Добро пожаловать в мир, где я показываю все вокруг себя своими глазами. Наконец-то Ранеля вернулась на канал. Надеюсь, вы скучали по мне, потому что я по вам страшно. И по вот таким вот сидячим разговорным видеороликам. Я вот долго сидела, думала, после того, как я прилечу, какое бы первое видео снять. Чтобы было реально интересно, чтобы вот каждый вот у Ранеля разговорное видео. Включаем. О чем, что будет интересно. Ну, я поняла. Это то, что я, привезла с Турции. А какие подарочки родным, близким. И, конечно же, вам досматривайте до конца. В конце будет конкурс. Сейчас я прям вот хочу прямо показать все это вот здесь вот лежит. И будем доставать по одному. Я вам буду... что-то интересное. Десертные вилочки, малепусенькие и чайные ложечки. Я когда их сразу увидела, поняла, без них никак. Мне комфортно с этими приборами. Прям полностью. Мне прям хочется кушать, если даже... Я не хочу кушать. Если они у меня потеряются, я полечу обратно в Турцию и приобрету еще себе. Вот настолько. Вы поняли, что это. Турецкие, что это, чашечки. Прикольные. Напоминают в лаборатории вот эти эксперименты по химии делаем. Их всего 6. 2 из них уже благополучно переселились на кухню к нам. К этим чашечкам прилагается такой в виде тарелочки такой поднос. Вообще он белый с красными, синими какими-то узорами. Но по интерьеру нам в дом такое не подходит, поэтому я поискала хорошенько и нашла вот такие вот прозрачные. Что бы сюда ни наливалось, папа называет это турецким. Турецкая кола. Кто хочет турецкую фанту? Давайте уже, раз кухонная тема пошла. Тогда нам казалось, что это жизненно необходимая вещь. Мы просто зашли и ухватили по 3-4 пачки. Это ложки для мороженого. Я не знаю, зачем мы это купили. Пластмассовая кружечка и вот такая вот емкость. Когда мы туда прилетели, это было действительно нужно. Мы прям искали. Неважно что, это первое, что попалось в Биме. То есть это что-то типа народного. Еще одна милая вещь, от которой мы тоже не удержались с подругой. Купили 2 одинаковые в Икее. На данный момент это реально тема. Осенью, знаете, вот кофе налила, вышла там почитать книжку, ходишь такая крутая. И еще здесь ничего не выливается, даже маршрутки вот я ездила. Она еще в таких тонах компактная, без рисунков, это вообще идеально. В Турции я прям заболела этими сумками маленькими, их там много, поэтому я немножко закупила. Я носила шопер, он у меня порвался, и мне срочно нужно было что-то большое, вместительное, а она еще блестит. Я как сорока, все, что блестит, то и покупаю. Вся ваша жизнь уместится в эту сумку. Большая часть моего гардероба в спортивном стиле. Я не могла вот эту сумку носить в спортивной форме, поэтому купила вот для спортивки чисто. Вроде трендово, вроде непонятно, вроде удобно. Сумка номер 3 бежевого цвета. Такой приятный, маленький минимализм на максимуме, в которую ни хрена ничего не влезает. Но я ее люблю. Она классная. Номер 4. Я ее купила по приколу. Она как большой кошелек. Нет, это все я приобрела в Казахстане. Органайзер для косметики. Я ее давно хотела, как-то в Алиэкспресс хотела вроде заказать, но когда я увидела цену, случайно увидели эту прелесть за 150 собов. Я офигела и поняла, что я без нее никуда не улетаю. Там я вообще не красилась, желания не было и в целом очень было жарко. Накрасишь, через 5 минут уже все стекает с тебя. Поэтому я купила только вот тушь и вот такая маленькая палетка, но зато серьезная покупка, такая, знаете, осознанная, Wet n Wild. Я не видела в Казахстане, чтобы он у нас продавался, поэтому чисто потому что я коллекционирую палетки, такая, все, надо брать. Следующие вот такие вот 2 спрейчика, я их обожаю. Надо было еще побольше купить таких. Одна из них пахнет синнабонами, прям хлебушек такой, корица сверху. Говорит вам сладкоежка. Скоро Новый год, и это прям будет мой must-have. На летний период вот этот спрей, он пахнет вот прям, у жвачки Ловиса кислинка есть. И вот прям эта кислинка, она прям здесь выраженная, прям, не знаю, микс с арбузом кислым. Мне хватает одного брызга, и вся моя одежда, вся моя комната и все люди вокруг прям его чувствуют. Мне не раз делали комплименты, когда слышали этот запах. Это супер-пупер модные очки, которые завоевали все мое сердце, всю меня. Меня даже не смущала цена. Ее сделали для меня. Мало какие очки фасоны, формы мне подходят. Они мне подошли, я их сразу забрала. Не снимайте, папарацци, не снимайте.
Следующее, обычный зажим для волос. Удобно вот так вот все волосы собрать. Вот в таких коробочках я привезла много украшений. Я там чем болела, это и покупала. Такие 2 колечка. Она тоненькая, маленькая, женственная. В ней я себя чувствую леди. Вот и без этого кольца чувствую себя мужчиной. Второе колечко мне тоже понравилось. Имитирует цепь. Это просто позолоченное, а это уже серебро. И вот такой вот кулон. Это такой глазик. В Казахстане называется гузмунчук. Для комнаты я купила свечник вместе со свечами в Икее. Кто давно следит за мной в Инстаграме, те знают, что я люблю создавать уют в своей комнате. Тем более, когда идет процесс медитации, аффирмации, приглушенной обстановки, пописать сценарий, музыку какую-нибудь легкую включить. И это прям расслабляет и дает мне энергию. Так как в Турции почти нет книг на русском, я закупилась книгами на английском. Это адаптированные книги известных произведений для изучения языка. Те, кто смотрели мой влог с Эфесуса, те в теме, знают, что за книга, откуда она у меня. Если вы не смотрели, ссылка в описании. Так, одежда. Я ее почти не покупала. Я знаю, что она там дешевая. Чисто по необходимости купила такую теплую накидочку. Вот такие спортивные штаны. Я их люблю, обожаю, ношу каждый день. И для сестренки я купила в Вайкики бомбер. Такой светленький, он мне сразу понравился. И в этом пакетике у меня сувенир. Как прилетела, сразу раздала большую часть, точнее, все раздала. Это подставка под кружку. Взяла я ее на память. Это вот здесь логотип Титаника, где я работала. Это закладочка для книжки. Мне его подарил пожилой дедушка, который даже не продавал книжки. Он просто был любителем почитать. Он читал очень много, такой, знаете, наполненный жизнью человек, я бы сказала. Целый час стояли, разговаривали о книгах. И вот в конце он сказал: я очень рад, что у нас есть люди, которые читают до сих пор книги. Так, что тут у нас еще за барахлишко есть? Это вот такой вот кошелек для монет. Он такой милый, господи. Еще такой цвет, надпись Бодрум, морские звездочки, морской конек нарисован. Так, по-летнему такой бодрумовский турецкий вайб. Зеркальцем тоже надпись Бодрум, фотографии, картины нарисованы прям там, где мы и жили. Я вот выбирала именно с таким принтом, чтобы было не нагружено, чтобы положить, чтобы не стыдно было, знаете, вытащить, посмотреть на себя. Вот это сувенир с сувениром. Бутылечек прозрачный, его можно так повесить. Смотрите, внутри очень много глазиков. Ее можно вот так открыть, глазики взять, или сделать цепочку из него, или браслет, или детям булавочку взять, туда одну штучку положить, и можно на ребенка надеть. Вот эти магниты и сувениры, которые вы видели до, все это я буду разыгрывать в конкурсе. Всего будет 3 победителя. Одному попадется магнит с сумочкой, другому магнит с вот множеством гузманчохов, другому вот такой вот супер магнит с зеркальцем. Условия конкурса супер простые. Вам просто нужно написать в комментариях, какую из этих 3 наборов вы хотите. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал. Это своеобразный пинок под зад, чтобы я снимала почаще. Увидимся на следующей неделе.